Библиотека филиал номер 2 предлагает вашему вниманию хронограф 30 лет независимости. Главные события страны. Год 1991. 1991 год был переломным в истории Казахстана. 17 марта в существовавшем тогда Советском Союзе был проведен всесоюзный референдум, на котором граждане должны были ответить на вопрос, считают ли они необходимым сохранить СССР. Казахская ССР 76 проголосовали «за», против высказались 22%. Тем не менее, единое государство уже было обречено. 8 декабря 1991 года подписанием так называемого Беловежского соглашения был разрушен Советский Союз, образована СНГ. 1 декабря 1991 года состоялись выборы президента Казахской ССР. Нурсултан Назарбаев, в тот момент занимавший пост первого секретаря Компартии Казахстана и успешно зарекомендовавший себя, стал президентом Советской Республики. Көп ұлтты республикамыздың халқына қалтқысыз қызмет етуге, Қазақ Республикасы Конституциясын қатаң сақтауға, азаматтардың құқылары менен бостандықтарына кепілдік беруге, өзіме жүктелген Қазақ Республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Уважаемые казахстанцы, торжественно клянусь верно служить народу нашей многонациональной республики, строго следовать Конституции Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан. 10 декабря 1991 года Казахская ССР была переименована в Республику Казахстан. И 16 декабря Казахстан объявил о своей независимости. Любопытно, что становление суверенитета Казахстана началось с космоса. В апреле 1991 года президент Казахской ССР посетил Байконур, и в это же время состоялись переговоры о передаче космодрома в собственность Казахстана. 2 октября 1991 года первый казахский космонавт, летчик-испытатель СССР Тахтар Аубакиров на космическом корабле «Союз ТМ-13» отправился в космос вместе с Александром Волковым и австрийским космонавтом Францем Фивиком в качестве космонавта-исследователя. 29 августа 1991 года. В этот день президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев издал указ о закрытии Семипалатинского полигона. Таким образом, тяжелые испытания, выпавшие на долю казахстанцев, закончились. Значительный вклад в закрытие полигона внесло антиядерное движение Невада-Семипалатинск, которое возглавил известный общественный деятель Алжас Сулейменов. Весной 1991 года начали работать два новых телеканала – КТК и ТАН. Наурыз в СССР был запрещен под предлогом борьбы с пережитками прошлого в 1926 году. Прошло почти 60 лет, чтобы праздник вновь вернулся на казахстанскую землю. В 1991 году Нурсултан Назарбаев сделал его официальным, подписав указ о народном празднике весны – Наурыз-Мейрамы. Об этих и других событиях 1991 года читайте в книгах, которые имеются в фонде библиотеки филиала номер 2.